Всем привет, дорогие подписчики. Вот, пришла мне посылочка, наконец. Очередная посылочка. Так, посмотрим. Корпус посылочки. Вроде бы все цело. Все хорошо цело. Все, сейчас будем вскрывать. Что там пришло, посмотрим. Так, какая коробочка. О, хорошая коробочка. На зимнюю рыбалку пойдет. Или это коробочка от той вещи, что я заказал. Так, скотчем. И тут, конечно, ударили обо что-то. Надеюсь, выдержала. Так, я так понимаю, это низ толстая часть. Опа! От чего я ждал. А у нас сегодня 28 сентября, и первый снег пошел. Первый снег. Ой, извините, первый снег в Якутске. Так. Это что за бумажка? Все написано не по-нашему. По-иностранному, на английском. Так, ничего. Вот. Эхолот. Вот такой. Заказал простой эхолот. Не стал я заморачиваться. Дорогой мне не надо. Они там слишком громоздкие, и так пешком ходить тяжело. Вот что такой. Так, упаковку я не посмотрел. Уже удар был. А, ну хорошо, он верхнюю часть, оказывается, он верхнюю часть крышки ударила. О. Ну не задела его. Так, открываем. Скорее он все там без батарейки. Так, сам эхолот. Эхолот. Вот она. Ага. Ну, как я и предполагал, где-то приблизительно. Даже я думал, что он еще меньше размера. Это наклеечка. Тут показывает глубину водоема, рыбу и рыба на какой глубине. Не знаю, посмотрим сейчас с этим снегом. Но снег мелкий. Сейчас хлопьями пошел. Возможно, как-то я хочу успеть съездить на протоку, попробовать заснять. Так, это к нему инструкция. Сейчас посмотрим-ка. Тоже, наверное, не по-нашему все. Ну, как запечатали, так хорошо. Так, смотрим. Аннотация. А, не, есть. Здесь перевод на русском. Хорошо, это будем читать все. Угу. Установка датчика. Ага, и вот хорошо, инструкция на русском есть. Вот. Это вот на английском есть. Ну, очень хорошо. Отлично. Так, что там еще есть? Это он подключается вот к проводке. Ну, рыбаки-то опытные знают. Это я как неопытный рыбак. Начинающий, можно сказать. Я рассказываю для тех, кто не знает. Так, это у нас идет проводка. Да, вот это нежная штука. О, он такой огромный, оказывается. Так, давайте я сейчас соберу. Коробочки сюда, чтобы не мешал. Так, это у нас провод
длинный провод. Мне-то хватит, я что-то буду с лодки или лунку с палатки. Я так понял, он сюда втыкается. Все разматывается. И вот это у нас это что-то закрывает. Так что ли? А, ну да, наверное, скорее всего. Чтобы она не. Этот провод, чтобы не двигался. Вот сюда. Это, я так понял, поплавок на воде, чтобы он не утонул, держит. И вот он сам, датчик PS3. Вот это для чего? Не знаю. Надо будет изучать. И в воду вот так раз, в лунку, например. И он начинает показывать. Так, у него здесь, по-моему, на батарейках он должен быть, как я помню. Сейчас посмотрим. Тут же он открывается. Ага. 2 мизинчиковые батарейки. Отлично. 2 мизинчиковые батарейки возьмем и проверим. А тут как-то странно. А где? Даже не 2, наверное. 4, что ли? Зрение плохое, по-моему. А, 4 батарейки там. Вот не вижу. Здесь, по-моему, ой. Вот, по-моему, 4 батарейки, потому что, видите, вот здесь контакт есть, а тут нету. По-моему, туда дальше идет. А, ну да. 4 батарейки. Ладно. Хорошо. Это все мы испытаем. И здесь это ремешок. Это ремешок, он, видать, здесь где-то подвешивается. А главное, здесь дырки-то нигде нету, где он подвешивается. Просто как телефон. Вот видите, подвешивается на что-то. А, вот сюда. Вот эта ниточка, где она? Вот. Засовывается вот сюда, в угол, продевается. И он вот так на веревочке будет у тебя держаться. Можно повесить куда-то. На грудь, например. Так. Это что-то за часть какая-то дополнительная. Сейчас посмотрим. Ага, это кронштейн. Угу. Я так понял, это вот сюда. Сюда крепится. Сейчас раскрутим. Барабашек. Вот так. Раз. И раз. Вот сюда. Ну, посмотрю еще инструкцию точно. Даже можно сейчас посмотреть. Там вообще этот вид есть, наверное. Вот инструкция. Датчик. Да, здесь все по схемам. Здесь нарисовано. Вот, видите, можно даже на воде сделать. Вот я еще хочу. Видите, на воде можно. Поплавочек. И вот в лунку показано. Если мало воды, здесь где-то было еще. Ну, все. Ну, вот такая. Он называется
Лаки фирма. Да, правильно читаю. Посмотрим, как будет работать. Хочу испытать. О, на улице за снег повалил хорошо. Ну ничего, он, я думаю, растает. Так что это не будет помехи. Как раз я успею испытать его до льда. Хочу проверить, работает он, не работает. А, еще хочу сказать, не два типа. Я купил такой обычный, вот видите, на коробочке нарисован. Я вот такой купил. Есть еще вот такой, только с цветным табло. Ну, мне цветное зачем? Я и так вижу, что это рыба. Но какое? Есть цветное, если кто хочет заказывать, то вот можно цветное заказать. Но это такой вариант недорогой. Посмотрим, насколько он протянет или выдержит ли наши морозы. В том году я рыбачил под минус 40 градусов, по 38 было градусов. На рыбалку на зиму ходить. Посмотрим, выдержит, не выдержит. Но надо в тепле выдержать, конечно. Это не южные страны. Надо его беречь. Ну вот такая покупка. Надеюсь, она мне будет в пользу.